Где есть боль, там и есть деньги. А чем был наш крымско-татарский бизнес в начале 90-х? Пошли мы в торговлю, потому что нужно было кормить семью и нужно было переезжать в Крым. Потому что хотелось выйти из вот этих оков, да, тяжелого времени. Тогда было тяжелое время. У крымских татар есть такое качество, как монолитность. Текущего поколения молодежи не у всех, естественно, есть исключения. Стартап-мышление, продуктовое мышление не сильно развито. Кто не продавал кукурузу на пляже? Время одиночек закончилось, настало время команд. Селям алейкум. Не так давно прошедший Ахмеджит Базар 24 и в рамках него бизнес-форум натолкнул меня на множество идей и познакомил с интересными новыми людьми. И сегодняшняя наша тема разговора как раз была рождена на полях этого бизнес-форума. Селям алейкум. Хош келдіңіз урметли мусафирлер. Я рада вас видеть, и это неописуемое наслаждение. Почему? Потому что та беседа, которая у нас уже сложилась за пределами этого эфира, она меня уже воодушевила, можно сказать, вашей энергией, вашими знаниями, вашим опытом. Мы сегодня говорим про бизнес как новую крымско-татарскую идеологию. И мне хотелось, чтобы вы поделились не только своим опытом, но и каким-то взглядом на то, как менялся наш бизнес, и как мы росли, как мы становились, и чем этот бизнес отличается теперь от того, с чего мы начинали, точнее, да? Лиана Ханум, давайте начнем с вас. Вообще вы были на нашем мероприятии, на бизнес-форуме, там мы и познакомились, собственно говоря. Ваши впечатления от того, что вы увидели? Меня поразил новый масштаб ярмарки и бизнес-форума. Это новые участники, новые лица, люди, дизайнеры, бизнесмены, компании, которые достаточно достойно себя представили. Угу. И очень большое количество людей в этом году. Как посетителей, так и участников. Зевребей, вы говорили, что были приятно удивлены, погрузившись в этот этнический, так сказать, контекст. Да. Что вас зацепило на этом мероприятии? Знаете, во-первых, то, что он проводился всеобщий, были приглашены и дети, я смог привезти туда семью. Пока я был на самом бизнес-форуме, семья отдыхала, мы были вместе. Это как бы соединяет и семьи, да, мы провели выходной, но, знаете, это меня натолкнуло на идеи дальнейшие. Именно то, что была встреча этнического бизнеса, да, форума. У меня были в голове какие-то свои цели, да, в жизни, которые, они были далеки, наверное, от этнического нашего контекста, да. А тут я получил для себя что-то новое. И, знаете, дополнил эту цель. Она стала гораздо больше, сильней. И, знаете, это одушевляет, это дает больше сил, это возвращает к корням. Я задумался о том, как даже бизнес вели, знаете, в Крыму ханы. Это настолько поглотило меня на самом деле. Глубоко. Да, я глубоко ушел именно в моменте, когда выступали все наши. И, знаете, еще понравилось то, что и молодежь, и как бы взрослые люди, которые уже бизнес вели, ведут давно, на одном уровне, можно сказать, да? Поэтому это очень интересно собирать вот так вот комьюнити, общаться. Такая коллаборация да. опыта, и возрастов, и содержания. Да? Дает новые идеи, дает новый опыт, дает новые знакомства. Очень хорошо. Это очень хорошо. Мне понравилось, что я узнал столько людей новых за один день. Все были как бы готовы знакомиться, разговаривать, делиться опытом. Большие молодцы, мне очень понравилось. Я буду обязательно посещать такие мероприятия. Пообщавшись на форуме и в рамках ярмарки, да, с разными людьми, то есть мы, во-первых, увиделись, во-вторых, давно не виделись. К сожалению, у нас нет такой часто возможности так часто, да, в таком формате встречаться. Во-вторых, понравилось, что очень много было молодых предпринимателей. Мы друг друга так или иначе знаем, но когда мы друг с другом коллаборируемся и вербально общаемся, да, у нас возникают новые мысли, вопросы быстрее решаются и так далее. Также понравилось то, что дети, которые присутствовали на ярмарке, они также интересовались, вроде как бы в рамках контекста ярмарки, но так или иначе также интересовались. Кто-то заходил на форум, кто-то задавал вопросы, которые касаются именно там мастеров, подхода и так далее. То есть вот
привить детям любовь и ввести их в контекст крымско-татарскости, это большого стоит. Потому что школа, садик, другие учреждения, да, Это другой там, контекст. да, совсем другой контекст. Мы пытаемся, конечно, используя кружки, там, танцы, спорт и так далее, вводить в контекст, но здесь было прям оверово много, и, соответственно, пользы от данного мероприятия, я думаю, от младенца, от детей младших, да, до взрослых предпринимателей, всем была огромная польза. Практическая польза, Эльвин Ханум. Практическая польза очень большая. Вот, у меня есть с чем сравнить. Я была 3 года назад на первой бизнес-ярмарке, и вот, недавно. За эти 3 года я увидела такой резкий скачок, очень много появилось предпринимателей. Вот видите, вот это самое интересное, то, ради чего, собственно говоря, мы и собрались сегодня поговорить. Да, это был, я была рада за наш народ, за то, как мы развиваемся, и развиваемся современно, используя какие-то современные тенденции. Если сравнить, допустим, 3 года назад, я помню, там, я ходила по ярмарке, я присутствовала на бизнес-форуме, как могла, да, там, по времени. Среди предпринимателей, которые представляли свой продукт, в основном, вот даже если взять одежду, это было примерно 1-2 какие-то компании, которые представляли свою одежду. А на последней бизнес-ярмарке это же было прям вот ты ходишь и не знаешь, у кого купить, потому что столько всего красивого, хочется и то, и то, и то купить. И как-то я услышала разговор предпринимательницы, которая представляла свой магазин одежды, женской одежды, бренд свой. Она 3 года назад участвовала и сейчас. И она говорит, когда 3 года назад она поучаствовала, у нее произошел прям резкий рост. Это сработало, это дало эффективность. И поэтому вот они дальше начали развиваться. Другая предпринимательница, которая тоже, мы все друг друга, в принципе, знаем, они были представлены 3 года назад на ярмарке. Она даже, когда выступала, она выступила в качестве спонсора в этот раз. И она говорит, 3 года назад мы были просто участниками, и это дало прям хороший эффект. И в этом году эта бизнес-ярмарка, она дает большой толчок для всех предпринимателей и показывает всем остальным молодым предпринимателям или там, те, кто хочет пойти в эту стезю, что можно развиваться успешно, и при этом еще, что очень нравится, нести и еще какую-то этнокультуру нашу. Да, мне очень понравилось, что совмещают модерн с этно, и это такая идет коллаборация очень интересная, что это ты не просто носишь какую-то национальную одежду, потому что, потому что это национальная одежда, ты еще носишь, потому что это очень модно, очень круто, и ходишь с таким вдохновением, что вот в тренде, и ты представляешь свою культуру, представляешь тех предпринимателей, дизайнеров, которые это сделали, ты несешь это с такой гордостью, потому что знаешь, что это качественный продукт, это в тренде, это современно, и я знаю, что другим народам эта вот одежда, которая была представлена на ярмарке от наших дизайнеров, предпринимателей, она точно всем нравится, и будут ее носить не только крымские татары, но и другие народы тоже. И за это и есть гордость за наш народ, за наших предпринимателей, которые возрождают нашу культуру. Мы помним, как тяжело было возвращение, восстановление, возрождение. И я радуюсь тому, что мы возрождаем нашу культуру, наши традиции, наши ценности. Согласна. Ну, вот как раз об этом и разговор, да, то есть с чего мы начинали, как зарождался наш бизнес, наше предпринимательство и к чему мы, собственно говоря, пришли, да. Я, собственно, размышляя над этой темой, я себе задавала вопрос, а чем был наш крымско-татарский бизнес в начале 90-х, да? Была ли это вынужденная мера, была ли это закономерная мера, да, когда поменялась какая-то экономическая формация, когда пали оковы такой командной экономики, и, в общем-то, можно было реализоваться в любой сфере. Либо это, вот, собственно говоря, такая вот вынужденная мера, дабы выжить, дабы сохранить какой-то свой экономический уровень, да, и вот продержать, прокормить, грубо говоря, семью. Да. Что у нас поменялось в этом смысле, Ильян Ханум? Если взять портрет крымско-татарского предпринимателя 90-е, на мой взгляд, это, конечно, вынужденная мера, потому что было возвращение на родину, и как такового капитала, если мы вспомним, наших родителей не было. Единственный капитал, который у них был, это их труд. И они не брезгали никакой работы, они работали, много отраслей они возродили ради образования нашего, их детей. И я могу даже по себе сказать, например, я из семьи, классической семьи постсоветского пространства, где мама учитель, папа инженер, но мы на выходных, будучи они работая на по основной своей профессии, мы на выходных продавали книги на рынке. То есть это вынужденная была мера, но это, конечно, закалило нас сейчас как новых предпринимателей.
Сейчас уже бизнес это, естественно, несет... Мы работаем уже в закономерном, да, пространстве, когда мы уже работаем по условиям рынка. Понятно, что у предпринимательства сейчас очень много обязанностей, рисков. И, в принципе, мы думаем, что мы предприниматели, мы свободны. На самом деле мы очень зависимы от внешних факторов. Мы вообще сейчас любую отрасль, если взять мою отрасль туризма, мы вообще находимся на стыке геополитических событий, экономики, курса валют. И первые получаем... Столько рисков, что никто не позавидует. Да. Первый получаем удар по шапке, если что-то происходит. Несмотря на это, мы же как-то работаем, двигаемся, развиваемся. Несмотря на коллапс транспортной развязки, закрытый аэропорт. Поэтому вот двигаться вперед, как делали наши родители, просто у каждого была тогда своя площадка. У них на том этапе были такие возможности, они делали все, что могли. А у нас уже, конечно, больше возможностей, и поэтому мы реализовываемся, как есть сейчас. Предпринимательство – осознанный выбор сегодня. И был ли он таким в 90-х для наших родителей? То есть, может быть, кто-то вообще, скажем так, кому-то была тяжела ноша инженера, кому-то была тяжела ноша, я не знаю, врача или учителя, и вот вдруг решили поменять, скажем так, свою историю развития. Как вам кажется? С наших сегодняшних позиций. Конечно, осознанный выбор. Осознанный Конечно. выбор. И в 90-е тоже. Да. Я думаю, что все-таки это был более такой вынужденный выбор. Понятно, что это осознанно, но это вынужденно. У меня тоже родители классические, постсоветского такого пространства. Папа инженер, а мама научный сотрудник. И они бросили все, пошли в торговлю, хотя это очень интеллигентно, особенно папа, такой интеллигентный, очень скромный, стеснительный человек. Что такое торговля? Допустим, он бы ни за что бы туда бы не пошел. Но вынужденно был пошел, и также мы по выходным стояли на рынке и что-то продавали. А для того, чтобы выжить, им нужно было прокормить семью, потому что началась тяжелая ситуация, там жизненные обстоятельства, операция на сердце у папы и так далее, потерял высокооплачиваемую работу, и, соответственно, пошли в торговлю. Я тоже очень стеснительная и скромная вообще-то родилась, но вынуждена, видя трудности своих родителей, мне хотелось им помочь или хотя бы не мешать, не создавать трудности. И я всячески пыталась им помогать, и тоже просилась на рынок продавать что-то. И вот это вот, в принципе, нас закалило, и мы, может быть, сейчас, может быть, это уже такой путь, что мы уже закалились, и мы хотим какой-то стабильности, фундамент обеспечить своим детям, чтобы дети, может быть, не проходили через эти трудности. Сейчас, может быть, для нас это более осознанно, чем вынужденный путь по предпринимательству, а для наших родителей и другого поколения это больше было, конечно, вынужденно, но, конечно, были те предприниматели, которые просто жилка есть такая, они хотят куда-то идти, рисковать. То есть такая часть есть людей, но в большинстве случаев именно по крымским татарам все-таки пошли мы в торговлю, потому что нужно было кормить семью и нужно было переезжать в Крым. И те, кто переехал в Крым, они тоже пришлось им на работу толком не могли устроиться, тоже приходилось стоять на рынке, продавать. Так почему тогда она не вынужденная, осознанная? Вот сейчас как раз интересный момент. Вот вы говорите, я просилась с ними на рынок. Вот, знаете, вот с детства вот эта вот осознанность заставляла вас пойти на рынок, помочь родителям, зарабатывать, потому что хотелось выйти из вот этих оков, тяжелого времени, тогда было тяжелое время, и также действовали и мы. Вот эта вот осознанность, мне кажется, как раз-таки в нашей молодости тогда заложилась. Почему мы и хотим найти себя в бизнесе. На сегодняшний день мы все самозаняты. Мы просто самозаняты, у нас есть какой-то свой бизнес, но мы не являемся инвесторами, какими-то. Мы просто самозаняты, мы работаем сами на себя. Это, еще такой спорный момент, бизнеса, поэтому... Почему он спорный? А потому что, поймите, это самозанятость, это вот именно ты живешь этой работой. Угу. Это твоя работа, но ты ей живешь. Ты вынужден жить. А бизнес – это немножечко, наверное, мне кажется, про другое. Про границы, где заканчивается работа, где начинается личная история. То есть сам себе создал работу, либо ты создал бизнес, где люди на тебя работают. Вот самозанятый, получается, сам себе придумал работу, создал, не зависит от работодателя, сам себя работает, и все комфортно. Это осознанный шаг. Это осознанный шаг, мы на это идем. И каждое развитие, это мы делаем сами, своими руками. Все, что не происходит, все, что вокруг нас есть, это создаем мы сами. Поэтому, говорить, что... Да, вынуждены, я не спорю. Родители были вынуждены много на что, и мы тоже. Именно от этого, мне кажется, мы закалились, видя это все. И поэтому на сегодняшний день даже среди молодежи мне тоже очень приятно, что ко мне приезжает гораздо младшее поколение, звонят, советуются, приезжают посмотреть, что происходит. И я вижу, что они меняют свои решения.
и осознанно идут уже с малых лет, грубо говоря, да, вот они, еще даже школьники некоторые, они уже выбирают путь бизнеса. И мне нравится, что они делают это осознанно, не из-за того, что на сегодняшний день это приходится делать. Они это делают осознанно, потому что у них родители предприниматели, они видят пример Да, чей-то, да. поэтому они идут по это, да. Да, да, конечно. А нашим родителям, конечно, пришлось уже делать больше это, ну, вынужденно. Вот эта история нашей смены, скажем так, нашего присутствия, да, в экономике там, общества, да, оно как-то влияет на наше восприятие, крымско-татарское мировоззрение. Как вы думаете? Ну, на самом деле, хотел бы сначала вот вернуться к предыдущему вопросу, потому что у меня есть, я и в принципе и согласен, но есть небольшие возражения, да, то есть понятное дело, что это было и осознанно, и как бы так или иначе у нас не было другого выбора, да, у наших родителей как минимум. С одной стороны, там были, конечно, и благоприятные, и неблагоприятные условия. Ну, благоприятные какие? То, что освободился рынок, что он не сформирован, и у наших родителей, у того поколения была возможность формировать рынок. И многие, на самом деле, предприниматели 90-х сформировали. Сейчас мы видим пример, да, этих предпринимателей. Это и Ришат ага Метаком, и там Рисуль ага, и многие-многие, Диляра Ханум, которые сформировали этот рынок. С другой стороны, понятное дело, что обстоятельства так сложились, что это было и, ну, это вынужденная мера, да, но и осознанная в том числе. Почему? Потому что мы, ну, во всяком случае, те представители крымско-татарского народа, с которыми я общался, знаком и видел их историю успеха, назовем так, не привыкли надеяться на государство, не привыкли надеяться на кого-то. Они привыкли самостоятельно улучшать свои жилищные условия, улучшать свою жизнь, да, вокруг себя, например, создавать рабочие места. Это такой навык, будь то в Средней Азии, да, когда мы попали, когда нас депортировали туда наших предков, будь то после возвращения в Крым, мы все равно так или иначе с помощью нашего коэффициента полезного действия, с помощью нашего КПД смогли за достаточно небольшой промежуток времени, ну, в рамках там, Тех 30 возможностей, лет, реалий, да. мы смогли, наш народ смог, представители нашего народа смогли создать рабочие места, создать успешные бизнесы, успешные кейсы, масштабироваться, даже многие масштабировались. Поэтому, с одной стороны, и осознанно, потому что мы свободолюбивые, да, ребята, активные, у нас высокий коэффициент полезного действия. С другой стороны, вынуждены, потому что других вариантов не было у нас. Хочешь, не хочешь. Да, да. Мы все прошли через это. Выбор Я и без кукурузу выбора. продавал на пляже, да, но зато Кто не познакомился... продавал кукурузу на пляже? Но зато познакомился там, например, с первыми, да, правилами маркетинга. Сначала думал, блин, а как так? А потом понял, так это же маркетинговый ход, просто я неосознанно это делал. 3 по цене было, да? Да, да, ну на 25% стоимость кукурузы на пляже поднял неосознанно и показал, как это нужно делать другим. Ну, опять-таки, это хороший экспириенс, хороший опыт, который нас, безусловно, сделал крепче, наше мышление поменял, потому что я считаю, что нашей молодежи нужно развивать продуктовое мышление, стартап-мышление. Что значит продуктовое мышление? Продуктовое мышление, на самом деле, это все просто. Мы, обычно люди как живут там? Ну вот, есть проблемы, и оно есть. Люди с ней пытаются там как-то смириться там, или еще что-то. А наша молодежь должна видеть эти проблемы и находить для конкретной целевой аудитории решение, наилучшее решение этой проблемы. И найти рынок и целевую аудиторию, которая готова платить за это решение. Тем самым мы сможем создавать новые сферы бизнеса, интегрироваться в существующие сферы, где-то занимать, например, лидирующие позиции, да, благодаря этому мышлению. Плюс стартап-мышление, потому что я на данный момент еще на 0,25 преподаю в университете. Вот, Вы не жадничаете, вы делитесь своим опытом. мы все должны делиться своим опытом. Я думаю, мы в принципе все делимся. Когда к нам приходит молодой предприниматель, мы все делимся. И я заметил, что у текущего поколения молодежи, не у всех, естественно, есть исключения, стартап-мышление, продуктовое мышление не сильно развито. Иногда это сказано, ну, я вижу, что у них нет уверенности в себе. Возможно, это с воспитания идет где-то, что они не уверены, что у них получится. Они не уверены, что у них получится, поэтому они не пробуют. Ты им говоришь, слушай, у тебя классный продукт. Твоя задача сделать MVP, получить первых клиентов, и ты уже можешь получить инвестиции. А кто мне даст денег? Ну, то есть, во всем мире это работает.
везде это работает, да, и в Крыму, и... Вы думаете, это последствия вот такого нашего воспитания внутри какое-то семьи? оно Или, слишком- или это я- обстоятельства? я Потому что вокруг мы думаю- видим, что как бы все развиваются и так далее. Да, я говорю то, что есть, конечно, исключения. Я вижу, в принципе, и не очень хорошие проекты, но ребята горят, делают все от себя зависящее, и у них получается. Обратный эффект, Да, да? у них получается получить 100 раз «нет» и 1 раз «да». И вот этот 1 раз «да» – это больше, чем 100 раз этих «нет». И они не боятся, да, пробовать. Но в большинстве проблема все-таки существует. В большинстве, я думаю, что это все-таки воспитание родителей, и что нам нужно немножко своих детей с самого детства начинать им прививать, да, это мышление и стартап-мышление. Не Если бояться вот- ошибаться, Если вот пробовать. буквально 2-3 пунктика, что должен сделать родитель, дабы у нашего ребенка было вот это вот стартап-мышление, продуктовое мышление, ну какая-то, как это называют на деловом языке, да, интуиция, да, бизнес-интуиция. Ну, смотрите, ребята сейчас, молодежь, она живет трендами и хайпом. То есть я сначала своим детям говорю, смотрите, ребят, вот это тренд, и вот здесь регулярный рост идет, да, постоянный рост идет, и в эту нишу имеет смысл заходить. Вот, например, искусственный интеллект – это тренд. Там криптовалюта, например, в виде Coinbase, да, там Coinbase, говорю, Илон Маск, получается, ее там хайпанул, поднял там стоимость там в 1000 раз. Вот это хайп. То есть вот это пройдет, а вот тренд с искусственным интеллектом не Будет пройдет. набирать Да. обороты, Соответственно, вы должны искать трендовые вещи, развиваться в этом направлении, пробовать, придумывать, находить проблему и пытаться найти решение этой проблемы. И в дальнейшем уже я им объясняю по поводу... Ну, то есть, понятное дело, что будучи там в 12-13 лет это тяжелее доходит, но уже ближе к окончанию школы они уже начинают понимать, что есть тренд, что есть хайп. Они уже понимают, например, видят проблемы, с которыми сталкиваются вокруг, и пытаются уже найти решение. То есть там столкнулся там твой друг с какой-то проблемой, и живет с ней постоянно. Я говорю, ребят, ну так не идет. Надо постоянно искать решение тех проблем, смотреть. Рынок большой, целевая аудитория есть, платежеспособная. Так давайте сделаем Надо продукт. действовать. Да. И не бояться ошибаться, потому что мы в своей жизни, я думаю, совершили достаточно Много много ошибок, получили огромный опыт. Ну, я про финансы ничего не буду говорить, да, по поводу потерь там, или, там, наоборот, создания капитала. Тот опыт, который я получил, когда мне всегда говорили «нет», или когда моя идея там, не закрывала там, нужду, я думал, что это очень важно, что этот продукт стоит как бы развивать. Но в конечном итоге я понимал, что это нужно мне и еще 10 людям, которые вокруг меня. Ваших единомышленников. Да. Но это приходит все с опытом. В дальнейшем я уже понимал, что для того, чтобы там совершать меньше ошибок, нужно проходить акселерацию. То есть компании, которые проводят акселерацию, учат. И в этом драйве вместе с группой людей, которые также работают над своими продуктами, проще развиваться, проще понимать, куда двигаться. Ты совершаешь большее количество итераций, потому что это некое соревнование на самом деле. Мы еще вот продолжим. Вы уже уходите в характеристики нового поколения бизнесменов. Я вас так это резко добавить? перебью. Да, конечно. Я хотела бы добавить это к тому, что сказал Османбей, пример по воспитанию родителей к детям, как нужно формировать в них какие-то Навыки. видения, навыки. Да. У меня очень хороший пример из моего личного детства. Моя мама, да, там она работала научным сотрудником, понимала, что работать на кого-то или там на государство, либо там в частной компании, зарплата маленькая, не хватает, только, может быть, хватает на какие-то продукты и все, да. И она стремилась к чему-то там и пыталась, видела, что я очень стеснительна, я становилась самой последней в очередь. Если когда раздавали тортик, резали там, день рождения у кого-то был в классе, я где-то там стояла с краешку, до меня мог даже не дойти тортик, я могла сказать, что как бы мне не достался, да, то есть я боялась даже подать какой-то голос. Она видела, какая стеснительная и скромная, стеснительность качества, скромность качества хорошее, но не высокооплачиваемое, да, можно так сказать. И она постоянно приводила мне какие-то примеры, то есть формировала лидерские качества. Да, и тот характер, и те пробивные качества, которые во мне есть, это благодаря тому, что мама мне с детства говорила: никогда не сдавайся, всегда иди вперед. Не важно, сколько раз ты упала, важно, сколько раз ты поднялась. Никогда, то есть продолжай идти вперед, чтобы, даже если руки опускаются, возьми себя в руки и продолжай идти вперед. И я видела,
как мои родители, как бы им не было тяжело, я в детстве видела, как они шли, старались изо всех сил. Вроде бы казалось, что все, без выхода ситуации, нет никакого выхода. А тут раз что-то происходит, как будто бы Всевышний тебе посылает человека, который вдруг оказывается тебе полезным и как раз чем-то может помочь в нужное время, да, там, в нужный час. Главное идти, продолжать идти вперед, верить и идти правильным путем, светлым, светлым путем, и тогда все получится. И детям нужно тоже это объяснять, что нужно стараться, нужно невозможное возможным делать. И вот этот девиз «невозможное возможным», он, в принципе, я всегда его помню, и, казалось бы, здесь ничего не получится, но вот этот вот характер, который сформировался благодаря тому, что мама постоянно что-то говорила, какие-то примеры приводила, я шла по этому девизу, что невозможное возможно. И оно действительно возможно. Ну, в этом нет сомнения. Все зависит от того, сколько усилий мы прикладываем, да, насколько мы включаемся в те или иные процессы. Я бы еще поговорила про отраслевой портрет, да, крымско-татарского бизнеса или крымского бизнеса в том числе. Да. Насколько он поменялся за это время, что поменялось в нас и куда мы, какими, скажем так, новыми отраслями мы овладели. На мой взгляд, вот по моему примеру, 80% у нас сейчас клиенты – это крымчане, и даже не крымчане, а крымские татары. И почему? Потому что мы открывались 7 лет назад, и наша сфера была для нас нова, и поэтому сначала друзья, знакомые, и так вот подтягивались сарафанным радио. И у крымских татар есть такое качество, как монолитность, то есть приверженность к чему-то, да. Я лучше пойду, заплачу своим, чем кому-то другому. И это очень помогает новым предпринимателям, нам, то есть мы такая сплоченность в бизнесе. И, конечно же, это огромное доверие к нам, которое нам нельзя ни в коем случае подвести. Крым очень маленький, любая ошибка, она считывается. Поэтому об этом надо помнить, да. Вот. Ну, а по поводу, даже можно дополнить Эльвину, известная метафора бизнесмена: ошибаться не страшно, главное ошибаться всегда по-новому. Поэтому вот по нашему опыту так. Отраслевой портрет, Зевребей. Вы работаете на маркетплейсах. Как это начиналось, насколько это новая отрасль для нас, для крымских татар, насколько, то, что она перспективна, это очевидно, но стало ли это какой-то новой историей в нашем мировоззрении, скажем так? Конечно, конечно. Новая история – это для всех. Это совершенно новый рынок. Вы знаете, я сам туда пришел очень случайно. Очень случайно. Это просто мой знакомый, хороший друг, товарищ сказал: есть такая площадка, давай попробуем. И, знаете, ваши родители большие молодцы, что направляли вас на такой путь, потому что, мне кажется, 80% нашего населения было все-таки сильно осторожничали и очень боялись рисковать. Просто я помню, наверное, по своей молодости, по своему детству везде. Там какой-то, знаете, более рассматривали не бизнес, а более какой-то труд заработка, да, чтобы пойти потрудиться и заработать. Поэтому здесь абсолютно новая отрасль, и мне казалось, что тяжело будет понять это, и народ тяжело пойдет в это, а на самом деле нет. На самом деле я был очень далек вообще от онлайн-торговли. Я привык весь бизнес вести офлайн. И, знаете, мне очень понравился сам масштаб. Сам масштаб, то, что, да, действительно, ты сидишь в Крыму и торгуешь на все постсоветское пространство, да. Это, как сказать, дает, знаете, такие возможности, как создание бренда, развитие именно своего направления. Вот, очень хотелось бы, чтобы Крым-Кавесы пошел дальше за Крым. Я надеюсь, что вы пойдете тоже. Будет большой рынок. Не, я знаю, что они на маркетплейсе. Я имею в виду, с помощью маркетплейса они пойдут дальше. Это, как вам сказать, очень большая возможность. Да. Я это увидел буквально, знаете, мгновенно. Поэтому это развитие мне кажется, в наше поколение надо вложить действительно вот это вот, знаете, чтобы не было страха, чтобы дети не боялись рисковать. Конечно, обдуманно, осознанно, опять же, но риск должен быть всегда. И правильно говорит Усманбей, потому что решение боли именно проблемы товара, где есть боль, там и есть деньги. Решение именно проблемы – это и есть заработок, потому что маркетплейс помогает анализировать товар именно по отзывам и видеть боль клиента. Что ему не нравится в товаре, что нравится. И благодаря этому можно создать товар более
более такой, знаете, правильный, без минусов, который зайдет на рынок и который будет клиент покупать, он будет востребован. Marketplace по поводу этого для создания бренда, для раскрутки своего бренда идеально подходит. Просто Потому что там идеально есть подходит. обратная связь. Да, конечно. С чего вы начинали? Так, ну, смотрите, мы начинали с китайских товаров, да? Мы начали с китайских товаров, потом, будучи, знаете, бывают такие моменты, китайский Новый год, у них там очень большой Новый год, месяц там. Ну и финансы. Финансы мы искали, где найти нам продукт внутри рынка, чтобы он был быстро оборачиваемый и быстро принес нам прибыль. Тут наш аналитик, да, Алимбей, мой партнер, он постоянно сидит в анализе маркетплейса. Вот у нас у каждого свое направление, да, и он говорит, есть такое направление, именно растущий тренд – это корма для животных. Мы не представляли себе, да, что мы там с 5 мешков кормов достигнем там продаж от 5 тонн там, в день и выше. Это получилось, понимаете, очень быстро. Мы даже не ожидали этого. Мы взяли, попробовали, там, знаете, для того, чтобы изучить рынок. Это было для того, чтобы максимально изучить рынок. Да, эксперимент. Чтобы было на чем экспериментировать, не было жалко. Для обучения, ну, иногда надо бывает такой товар, что вот на нем можно попробовать то, на нем можно попробовать поэкспериментировать рекламу, упаковку и все остальное, отгрузки, склады. И вы знаете, через неделю нам понадобилось там, ну, уже в 2 раза увеличить склад, нанять фасовщиков, купить машину. И вот эта вот возможность нам дала развития, да, из быстро оборачиваемых денег мы поймали толчок, поймали старт. И самое вот, знаете, непонятное было для меня в тот момент, что корма для животных, да, там все привыкли, что это какие-то корма для домашних, да, это для домашних животных. А сейчас, понимая, что это для диких там животных, для диких птиц зимой, и вы понимаете, там, допустим, я вот захожу к клиентам, я приезжаю, там у них, допустим, там лежит 700 тонн там, продукции. Это большой ангар, это огромная куча товара, 700 тонн. И я понимаю, что наши клиенты вот так, грубо говоря, по жменьке раскидывают это и кормят птичек, а это 1 единица товара, то есть там еще есть линейка. И эти ангары люди покупают, грубо говоря, и кормят бедных там диких птичек зимой. Вот, грубо говоря, не понимая даже, что можно было создать такое, да, мы создали вот нашей компанией вот такой продукт, и долгое время мы были номер 1, и сейчас являемся именно в этой категории товара для корма для диких животных. Ну, да, неожиданный рост, да, да. На том, на чем, казалось бы, невозможно вырасти. Marketplace – это вообще очень хорошая да, площадка. Вот даже вот по Крым-КСА, да, нам для того, чтобы зайти в розницу, это нам нужно либо нанять каких-то торговых представителей, либо обратиться в дистрибьюторскую компанию. Продукт достаточно новый, он понятен, может быть, крымским татарам, но не всем остальным понятен. Да. Вот. И чтобы это нужно договариваться, ездить, очень большие расходы, и в том числе нужна рекламная кампания для того, чтобы представить наш продукт на полках магазинов. Мы заходили периодически в розницу, да, там, точно, там, к каким-то определенным клиентам. А оборачиваемость была не такая прям высокая, да, там, относительно недавно, но сейчас уже прям все намного лучше. Когда мы зашли на Marketplace, это вот прям совсем все по-другому. Да, это скачок, начали поступать заказы, я просто даже не успевала первое время, хотя там, как и соучредитель, как директор, да, там, сама паковала этот кофе, потому что некому, мы просто не успевали это делать. Были не готовы к этому. Мы не были готовы, и каждый день мы ездили для того, чтобы, да, отправлять. Начали поступать очень много хороших отзывов, просто Marketplace очень хороший. Во-первых, мы минимизируем наши расходы, практически ничего не вкладываем для того, чтобы открыть магазин, не нанимаем людей каких-то специальных, которые будут ездить, развозить и следить. А на нужном месте товар находится. Это что же важно, где он находится? Внизу где-то, либо там наверху, на видимой зоне. Даже если запустить какую-то рекламную кампанию, мы еще не запускали эту рекламную кампанию, но я думаю, что это не так много денег будет стоить для того, чтобы на маркетплейсе был представлен продукт, и его покупали другие. Конечно, здесь важно качество продукта. Если это качество будет не соответствовать тому, что там заявлено, то понятно, что рейтинг будет низкий, отзывы будут отрицательные.
прописано, и все, и можно закрывать тогда это направление. Либо открывать другой личный кабинет и торговать. А так, если у вас хороший продукт, вы клиентоориентированы, у вас хороший сервис, и там, ну, вы любите то, что вы делаете, то через маркетплейс это очень легко, недорого развить свой бренд и продавать свою продукцию на широкие массы. Ну, возвращаясь к нашему, собственно говоря, вопросу, да, отраслевой портрет крымско-татарского бизнеса, насколько он поменялся. Вот Лиана Ханум у нас амбассадор туризма, да, сегодня за этим столом. И я понимаю, что вам удалось поменять вот это вот сознание, да, крымско-татарское, что отдыхать нужно и можно, да, и отдыхать, да. Поэтому это тоже определенная революция в сознании. Мне кажется, это очень такой большой переход внутренний, да, такой в сознании крымских татар, потому что, ну, действительно, вся наша жизнь, она была настолько интенсивной и сложной, что времени для себя и практически не было, да, и тут уделить себе время, это тоже дорогого стоит. Еще есть какие-то нюансы, которые поменяли, да, вот этот наш отраслевой портрет, что мы там, условно говоря, от продавцов саженцев выросли до каких-то других масштабов? Мы сейчас все говорим о IT-инструментах, которые меняют рынок. Вот мы, айтишники, делаем эти IT-инструменты для того, чтобы развивался рынок. К нам часто обращаются и мастодонты-предприниматели, которые из 90-х, потому что понимают, что рынок меняется, что их схемы, их бизнес-модель, она не может оставаться такой же, что им необходимо больше данных для маркетологов, они развивают дополнительно, то есть они владеют капиталом, и они могут уже, сами они это не делают, естественно, но они собирают команду специалистов, которые уже их продукт, их модель, бизнес-модель начинают оцифровывать и начинают внедрять различные эти инструменты. Что касается именно молодежи, мне очень импонирует, что среди крымских татар есть тренд. Я попал в IT, на самом деле, случайно. Я хотел быть врачом. Не говорите, что случайно. Я хотел быть врачом, сдавал биологию, пришел сдавать документы на поступление в медуниверситет. Мне сказали: мальчик, ты что, один пришел? Я говорю: ну да. А где твои родители? Я говорю: а зачем? Они говорят: ну тут как бы так поступить не получится. Я такой, расстроился, вернулся домой, говорю: не получится. Меня так воспитали, да, что я что услышал, то и потому и продаю. Вернулся домой и, посоветовавшись с семьей, Зарема Тизешко, у меня Зарема Алиева, она преподает в КИПУ, она сказала: слушайте, у внука хорошо с математикой, пусть идет на информатику. Я попал так. Но сейчас есть тренд, что многие крымские татары отдают своих детей именно на информатику, именно на программистов. И мы очень хорошо представлены в мире даже. То есть у нас есть ребята, которые в Oracle работают, выпускники КИПУ. Есть кто в Гугле работает. Я сам работал, да, в компании Adobe, делал продукт для компании Adobe. Этот тренд, он не может не радовать. А чем больше будет IT-специалистов среди крымских татар, так как вот Ильмина Ханум говорит о том, что и вот Лиана Ханум говорит о том, что мы все равно стараемся выстраивать взаимоотношения с представителями своего народа для того, чтобы получить модель win-win, да? То есть компания выигрывает, потому что клиент пришел, и она не потратила денег на привлечение этого клиента. А компания, которая воспользовалась услугами, воспользовалась так, что мы все равно к своим относимся, назовем так, более трепетно, с любовью. Бережно. Да, и стараемся, чтобы бизнес всегда выигрывал, да, от результата нашей работы. И вот чем больше будет IT-специалистов среди крымских татар, тем наш бизнес, который офлайн, онлайн, как угодно работает, он будет всегда в тренде, он всегда будет на верхних позициях. Это не может не радовать, естественно, что мы не на хайпе находимся, а на тренде, в тренде находимся, да. И мы можем друг другу таким образом помогать. Можно мне как же добавить? этот Я тоже картофель? хотела. Это картофель. Да, я Это наслышана картофель. про эту историю, да, про несколько тонн картофеля через маркетплейс. Это тоже удивительная В сутки, история. да. В сутки даже, да? Да. Ну, делитесь уже, что ж скромничать. Это был тоже такой у Тоже нас... эксперимент? Да, Гипотеза. Гипотеза. Эксперимент. Это больше было даже для внутренней работы нашей команды, да, для наших сотрудников. И в этот момент мы запустили пробный образовательный модуль обучения маркетплейсом, да, в Симферополе, офлайн курсы.
И на фоне этого хотели показать и сотрудникам, и ученикам, что действительно на маркетплейсе можно почти ни с чего сделать деньги. И поэтому в голову пришла такая мысль, как семена, как картофель семенной. Его найти, в принципе, можно здесь везде. Не проблема. Да, это именно быстро оборачиваемый товар, который ты купил, продал, и через какое-то время уже маркетплейс вернул тебе деньги. Не надо ждать там, трех месяцев, пока закупишь товар в других странах, привезешь, обработаешь, продашь. Это, то есть очень быстро. И там цель была показать, что можно буквально там за месяц заработать там каких-то 200-300 тысяч рублей для того, чтобы показать именно, что это работает, это реально. Потому что многие ученики, они думают, что это настолько сложно. Но это не просто, но если верить в себя и делать, то это получается. И вы знаете, мы сами не ожидали, что это вот дойдет. Там, по-моему, общий показатель был за 1,5 месяца 200 тонн у нас. Это опять же случайно, это вот как в первом же варианте с кормами, это опять же случайно, это опять же, знаете, налегке так, без каких-то особых затрат это было. Ну, потом, конечно, это повлекло за собой затраты, и не маленькие, потому что пришлось делать большие закупки. Это перетекание денег с одного товара в другой. Ну, в такие моменты, знаете, когда происходят резкие продажи, возникают часто еще кассовые разрывы. Когда не планируешь закупать товар на бюджетно не распределен на этот месяц, на закупку, допустим, 100 тонн картошки, которая пришла просто с ниоткуда. Поэтому это было интересно. Ученики все наши... Тоже вызов и тоже опыт. Да. И вот сейчас... Мне кажется, вот затронули сейчас самую интересную тему. Это, с одной стороны, команда, да, то есть бизнес крымско-татарский – это командный или индивидуальный, а с другой стороны, это история про внутренний рост, да, и кадровый то в том числе. Как у вас складываются дела с кадрами, хватает ли нам кадров? Но я бы еще хотела вернуться к вопросу, который озвучил Османбей, и немножко встать даже на защиту наших молодых предпринимателей, которые... Да мы их не обижаем. Нет, к тому, что мы забываем, наверное, с какой тревожностью нам приходится сейчас бороться. Каждому крымчанину, который живет на полуострове Крым. И огромная нестабильность. Поэтому, да, понятно, что предпринимателем может быть каждый. Главное понимать, что ты можешь эти неудачи как бы взять на себя, конвертировать, да. И отсюда будут уже результаты. Но вот риски вот эти, даже сохранить то, что вот я вспомнив нашу историю, да, нашего бизнеса, даже просто сохранить те позиции, которые мы достигали, было очень сложно. Постоянно что-то меняется. Сейчас по поводу вашего вопроса мы наконец пришли к тому, что мы масштабируемся, переходя в онлайн. То есть с кадрами сейчас большая проблема, к сожалению. Вы преодолеваете эти в границы. Крыму, да, мы преодолеваем границы. Это и менее затратно, когда тебе не нужно оборудовать рабочее место в офисе, это и компьютеры, все вытекающие затраты. А онлайн ты можешь создать, и это примеры есть таких агентств, которые создают, эффективно работают, и миллионные обороты в туризме. И хорошо, что сейчас действительно крымские татары в том числе, вот этот синдром отложенной жизни, они, несмотря на всю тревожность, которую я сказала, они все-таки путешествуют, отдыхают. И сейчас очень даже много людей, которые хотят за рамки дома выезжать и отдыхать. Ну, это на самом деле прекрасно, потому что это не просто отдых. Мы расширяем свои границы и знакомимся с миром, и точно что-то привозим. Уж мы-то точно что-то привозим, какой-то новый опыт. Я добавлю от Калиане, Ханум. Когда-то в 2002 году я переехала в Крым, а в 2005 году открылось первое Крымстарское радио. Я как раз работала рекламным агентом и работала с предпринимателями. В основном это были крымстарские предприниматели, потому что с ними было легче договориться о размещении рекламы на Крымстарском радио. Они были мотивированы. Они были мотивированы, конечно, это было событие. Я помню, как мой Карбаба носился с этим приемником, как с малышом каким-то, чтобы поймать этот звук, и не мог нарадоваться, то есть сигнал поймать. И вот отраслевой портрет. Да, в основном это были строительные какие-то, такие маленькие, может быть, небольшие какие-то фирмы. Была и строительная компания крупная, это торговля.
Допустим, вот, помню, было агентство, туристическое агентство какое-то в 2000-х годах. Я про себя думала, ну зачем оно нужно вообще? Нужно же, зачем денег тратить на агентство, на посредника, когда можно самим купить вот так. Но я как бы мыслила так вот, да, по-народному, ну, потому что мы на всем экономили. А сейчас я, конечно, понимаю со временем, что это наоборот экономит. Ты обращаешься к профессионалам, вот как, к примеру, да, там, обратиться в агентство географии, да, там обращаешься, тебе сразу продумают твой маршрут, куда ехать, какая гостиница, ты не попадешь на каких-то аферистов, и все будет четко продумано. То же самое, как со студией детского праздника. Бегать самой мамочке, бегать, организовывать шары, там, надувать еще что-то, либо обратиться в студию. Ну, конечно, делегировать это, да, проделегировать, может быть, да, это может быть дороже, но в то же время, если посчитать время потраченное, и плюс само качество, это будет нам и нервы сэкономленные, то это гораздо лучше обратиться. Да. И поэтому, сравнивая отраслевой портрет предпринимателей 90-х, ну вот я как бы застала больше 2000-е в Крыму, и сейчас, да, там 2015 и дальше, то, конечно, все поменялось, и мы представлены, в принципе, во всех отраслях. Если раньше, может быть, мы бы не зашли, может быть, в туристическое агентство или студию праздника, потому что оно было не актуально. Зачем там крымским татарам обращаться в студию детского праздника, когда, ну, как бы нам нужно дом строить. Массовики-затейники. Да, мы сами массовики-затейники, да. То есть у нас были и другие проблемы. Сейчас мы как бы сделали, наши родители и наши там больше старшее поколение сделало основную задачу, построили какой-то фундамент, нам как бы решены какие-то жизненно важные вопросы. И, соответственно, появляется тот бизнес у крымских татар, который тоже полезен для крымтарского народа. Это и салоны красоты. Посмотрите, сколько красивых салонов красоты разные. Да? То есть это не одна какая-то там сеть, а несколько сетей. Медицинские центры крутые. То есть можно поехать не только там в известные какие-то уже там медцентры, а можно поехать в медцентры, которые там держат крымские татары, и там тоже очень высокий сервис. Если мы были просто хорошими медсотрудниками, то сейчас уже и хорошие предприниматели в сфере медицины. То есть мы представлены абсолютно везде, и даже вот взять IT-направление, маркетплейсы, да, то есть очень радуюсь. В принципе, взять какое-либо направление, везде мы представлены. Это очень хорошо, потому что мы очень трудолюбивый народ, и мы развиваемся, и нам нужно, мы понимаем, что вот у нас вот эта боль, которая она идет генетически, да, мы понимаем эти риски, что и не хотим, чтобы наше там, будущее поколение сталкивалось с такими трудностями. Мы, соответственно, заботимся о будущем, и поэтому наш народ развивается, работает и представлен для во нас всех это сферах. Толчок, для нас это толчок. Да. Возвращаясь к вопросу про крымско-татарский бизнес, это индивидуальное предпринимательство или командное? Есть какие-то мысли по этому поводу? Что вы наблюдаете в этом смысле? Ну, естественно, что тренд командный присутствует в любом случае, потому что время одиночек закончилось, настало время команд. Это время команд настало уже лет 10 тому назад, но мы где-то лет 5 тому назад я начал замечать, что крымско-татарские предприниматели, даже которые работали индивидуально, начали все-таки объединяться в команды и на самом деле быстрее двигаться к своей цели. Потому что мы научились делегировать, потому что мы обычно все мы лучше, чем я, никто не сделает. Правильно делегировать тут важно. То есть не просто дал задачу и проверил результат. Мы научились, мы развивали свои софт-скиллы, потому что мы все классные специалисты в каком-то направлении, но стоит добавить в команду, например, другого сотрудника, начинаются какие-то конфликты. Сейчас мы научились работать. Мы научились работать удаленно. Во времена кризисов, во времена, когда есть спад, либо какие-то проблемы, у нас есть некий там коэффициент отказоустойчивости, да, у нас улучшился, естественно, но есть, конечно, проблемы, которые связаны с геополитическими проблемами. Когда мы в 8 часов вечера разговариваем с командой и говорим, что все нормально, мы в Крыму, а в 10 часов вечера мне уже звонят с поезда или не с поезда, с автобуса, говорят, что ко мне приехал Агашка, он сказал, что если я останусь, то я буду не в лучших условиях. Не в лучших условиях, поэтому Багашларс у нас... Но мы с этим справились, Аллах шукур, благодаря IT-инструментам, подходам и так далее. Поэтому, если резюмировать, да, тренд того, что мы обучаемся чему-то новому, пробуем, внедряем, он не может не радовать. Все, о чем ребята говорили, так или иначе начиналось в IT. Подходы в виде проверки гипотез, да, эксперименты с картошкой и так далее. Да. Но понятное дело, что это было сделано не бездумно, это сделано было сначала проведен анализ,
рынок, целевая аудитория, и только потом уже... Юнит. Да, юнит-экономика, и потом уже только уже принималось какое-то решение и проверялась гипотеза. У Лианы Ханум, у Эльвины Ханум, я думаю, то же самое. Ну, так или иначе, я не могу... Просто сейчас так разговор складывается, как будто все вокруг IT. Ну, оно Но так и на самом есть. деле это Да, ходовой так и есть, да. инструмент, Оно да, так и есть. тут очевидно. Мы рады, что, конечно, так происходит. Мы рады помогать. Мы рады, что предприниматели начали оцифровывать свой бизнес, понимать свои косты, считать их. Не просто так товар лежит на полке 2 года и непонятно, сколько его. Они понимают, сколько стоит хранение этого товара у него на складе в течение 2 лет. Соответственно, маркетологи работают, проводят акции и так далее. Все это IT и около IT. Поэтому тренд цифровизации, внедрения IT-продуктов, он у нас активно идет. IT-специалисты востребованы, бизнес требует от нас решений. И вы готовы удовлетворить этот запрос? И мы стараемся удовлетворить запросы, предлагать лучшие решения, выбирать лучшие решения и где-то даже подсказывать, потому что нам приходится общаться не с какой-то определенной отраслью, к нам приходят предприниматели с разных отраслей, соответственно, там Эльвина Ханум приходит, мы видим ее боль, мы стараемся ей помочь. Приходит там человек, который занимается строительством, мы видим его боль. Где-то есть там сегменты, которые пересекаются где-то, и мы, соответственно, говорим, ну, слушайте, мы попробовали это вот в этом бизнесе, здесь целевая аудитория очень похожа, давайте попробуем то же самое и здесь. Да. То есть вот процесс цифровизации, он очень радует. И то, что мы и важен, готовы, и что мы готовы, и предприниматели готовы на это. Потому что ранее был тренд, что да, нормально все и так работает. Да, это как с рекламой, когда вот я занималась поиском рекламодателей, и крымстарские предприниматели, да зачем оно надо, у меня и так все хорошо. Когда объясняешь, что это все-таки инвестиции в будущее, то есть для нашего, в принципе, народа немножко тяжелее доходит, когда дело касается расхода денег. Да, они воспринимают это как расход, а когда ты объясняешь, что это инвестиции в будущее, так же, как и с IT. Да, сейчас это, может быть, сразу будет какой-то расход, но в дальнейшем это облегчит труд. Да. Но потом это окупится, и это будет быстрее, эффективнее, и больше прибыли, и дохода будет. Но сейчас, когда уже... И получается так, что иногда наши предприниматели, особенно в то время, запаздывали. То есть другие предприниматели уже используют эти новые тенденции, а наши немного запаздывали. Сейчас уже другая ситуация, что наконец-таки наш народ понял, что нужно... Да, и мы тоже всегда уже идем где-то впереди, но в ногу со временем шагаем. У меня есть еще один вопрос, который меня всегда интересует, когда мы говорим о крымско-татарском бизнесе. Это его национальная, региональная прописка. Да? То есть вот Лиана Ханум говорила про доверие, про важность этого доверия, да, про репутацию. В конце концов, репутация в нашей традиции имеет очень большое значение, с чего стоит одна наша поговорка. Да? «Адычханджис джанычихсан». Что в этом смысле у нас скажем так, я бы не хотела это так грубо называть с бизнесом на традиции, да, но в то же время вот это капитализация традиций, да, это такое конвертирование традиций в бизнес. Как у нас с этим обстоит, насколько мы успешны и можно ли развиваться в этом направлении? Ну, к примеру, я представляю именно крымско-татарский бренд ТРМХС. И честно, да, конечно, бизнес, он должен приносить прибыль. Главная цель бизнеса – это прибыль. Но когда касается, мне кажется, крымско-татарского, что-то этно, то здесь у предпринимателей, которые идут в это направление, они больше идут не за монетизацией, а не за прибылью. Прежде всего, они несут какую-то миссию, то есть у них есть это предназначение, что они хотят сделать. Если взять там Удун Базар Хапусы, да, там восстановленное, то есть там не было, может быть, цели, чтобы это был какой-то как бизнес, да, это было прежде всего целью восстановить ворота. То же самое с ТРМХС. Допустим, когда я занялась этим направлением, для меня это было, вот я вспомнила своих картану Карбабу, как я приезжала в Крым, этот аромат кофе, и у меня он всегда ассоциировался с возвращением в Крым, с моими родными, которых я не видела несколько лет. И когда название стало Храм Хаяса, я прям вот, у меня внутри все загорелось, мне захотелось продвинуть, показать всем, что мы, крымские татары, умеем создавать качественный продукт, высокий сервис оказывать, что мы умные, достойные люди, а не так, как нас раньше когда-то там, представляли, да. И поэтому здесь был больше это идейный продукт, а уже на втором месте, возможно, это бизнес. И в любом случае, когда мы делаем какое-то направление, неважно, связано мы с этно каким-то направлением, либо просто какой-то бизнес, да, там, мировой, современный, не касающийся, может
может быть, наших традиций. Мы, как крымско-татарские предприниматели, либо просто как наемные сотрудники крымские татары, мы все делаем работу на достойном уровне, чтобы, ну, как бы такие, мы же еще с собой представляем репутацию крымско-татарского народа. И поэтому, когда мы просто работаем как наемный сотрудник, либо это предприниматель, неважно, мы работаем так, чтобы, ну, как бы, зная наших, да, что мы крымские татары, это умные, красивые, интеллигентные люди, которые умеют создавать и очень хороший продукт, умеют хорошо работать высококлассно. Если взять там отзывы каких, да, там что-то, у нас там медики хорошие, все отзываются о наших медиках, там, учителях, строителях, ну, то есть во всех сферах. Потому что мы еще не просто работаем, мы еще и несем вот эту вот репутацию крымско-татарского народа. Да, миссия, она есть у каждого, у сотрудника, то есть на всех ступенях развития. Можно дополнить еще, если даже сравнить вот эту репутацию, о чем говорит Эльвина Ханум, с имиджем, да, вот имидж компании, чем отличается вообще для человека от репутации. То есть имидж можно создать, это личным брендом, одеждой, роликами рекламным, пиаром, неважно. А репутация, она складывается с годами, и она дорого стоит, это именно положительное взаимодействие с клиентами. И результат – это, конечно же, приверженность клиентов и их количество. Их доверие. Да, их доверие, В да. первую очередь, да. Как повторность, да, повторность. У меня есть вот два пункта, которые хотел бы добавить. Первый пункт хотел бы тоже также сказать, да, свою историю. Вот мы когда с Гиреем, с моим партнером, думали о компании, IT-компании, я говорю, слушай, давай подумаем, чтобы компания несла какой-то смысл, да. И мы тогда нашли поговорку «Багны бахтаре, юзюм олсон, оно да шамага юзюн олсон». И мы такие, давай назовем юзюм. Ну, юзюм – это что-то, это крымско-татарское, это некое развитие, да. Плюс в этой поговорке как раз-таки то, о чем говорит Эльвина Ханум или Анна Ханум, о том, что мы должны делать так свою работу, чтобы нам было не стыдно за нее. Это вот первая часть, да, которую я хотел сказать. Вторую часть, которую я хотел сказать, то, что мы начали наблюдать, когда мы ставим правильный ниет, да, делаем какую-то работу с правильным ниетом, вознамереваемся что-то делать, и этот ниет является хорошим, у нас все получается, даже то, что где-то там кто-то сомневается. А когда мы говорим, ставим ниет, например, зарабатывание денег, вот, Чисто прибыльно. Слушай, нормальный проект, давай сделаем там. Поднимемся. Да, однозначно что-то идет не так. Проект мы делаем, но денег нет. Ну, по разным причинам. Да, берекетсіз. Поэтому нравится концепция подхода к любой задаче, к выполнению любой задачи или к созданию команды с точки зрения именно намерения сначала. То есть правильное намерение равно правильный результат, хороший положительный результат. Как только это что-то такое на грани... Как только эта опция выпадает... Да, сразу же все идет не по плану. Поэтому вот то, о чем и Ильяна Ханум говорила, и Эльвина Ханум говорила, вот закладывать вот этот смысл в компанию, в работу, в подход, в результат очень важно. Правильное намерение – это половина успеха. Да, да. Вы знаете, мне кажется, во всех нас это есть именно еще откуда. У нас есть религия, которая ведет нас правильным путем, и где тоже сказано, что любой бизнес еще с тех пор должен вестись честно. И мне кажется, вот именно честность, да, и от души, да, когда человек делает, когда сотрудничает от души, вот между ними будет берекет всегда. И это вложено в нас, в нашей религии. Поэтому, я думаю, у нас есть большое будущее. Несомненно. Я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча, и мы еще много раз поговорим на эти важные для нас темы. Особенно на тему о том, какой крымско-татарский бизнес, индивидуальный или все-таки коллективный, да, командный бизнес. Это был проект «Меркес». Мы говорили про крымско-татарский бизнес, про бизнес как нашу новую идеологию и выяснили, что мы перестали быть просто индивидуальными предпринимателями, что поменялся наш отраслевой портрет. И сегодня мы, крымско-татарские предприниматели и крымско-татарский бизнес, это прежде всего намерение, миссия и команда. Именно в этом и заключается наша новая идеология. Чох сағыңыз, это был проект «Меркес», Горушкенди.